Активизация информационной политики грузинских средств массовой информации в отношении Южной Осетии не отличается принципиальной новизной. Наши соседи используют те же методы и подходы, что мы наблюдали на протяжении многих лет. Информационные ресурсы «Первый канал Грузии», «Карт.Лиджи» и еще ряд сайтов теперь публикуют новости на остинском языке, на том самом, который в недалеком прошлом наши соседи хотели полностью искоренить. На сайте особое внимание уделяется тематике Южной Осетии. Все, что касается политической и общественной жизни, а также вопросам реализации так называемой гуманитарной программы «Шаг в лучшее будущее». По-прежнему грузинским пропагандистам им кажется, что если открыть остиноязычные страницы к грузинским средствам массовой информации или же вести передачи на остинском языке, то это каким-то образом поможет изменить точку зрения населения Южной Осетии. Но несмотря на очевидную абсурдность подобных методов и неэффективность, тем не менее усилия в этом направлении предпринимаются. С помощью подобного рода новостей они пытаются влиять на настроение жителей как Южной Осетии, так и на представителей мирового сообщества. Это один из элементов той информационной войны, той информационной агрессии, которая ведется против Южной Осетии. И именно попытки с помощью методов мягкой силы повлиять на умонастроение, это, конечно же, один из элементов также. Но я думаю, что все, что делается в информационной сфере, там один из адресатов – это представитель международного сообщества, прежде всего западного. То есть им показывают, что Грузия стремится мирным путем как-то урегулировать ситуацию, наладить отношения. То есть они направлены на создание такой красивой картинки, которая должна скрыть такую убогую реальность. По мнению эксперта, подобные действия в информационной среде грузинских средств массовой информации в отношении Южной Осетии наблюдаются последние 4-5 месяцев. Они не упускают малейшую возможность с помощью своих публикаций создавать нашему государству негативный имидж. В рамках всей этой информационной кампании они особое внимание уделяют ситуации вдоль границ Южной Осетии. Все, что там происходит, сразу же становится предметом обсуждения на страницах грузинских СМИ. Более того, достаточно широко также освещается ситуация в приграничных селах. Там пытаются найти оставшихся осетин, которые еще там уцелели, и пытаются преподнести их истории, их сюжет в соответствующем ракурсе, который выгоден грузинской пропаганде. Кроме того, в юго-осетинском направлении, как и по-прежнему, инициативно трудятся представители грузинских и западных НПО. Те же самые лица, которые работали до войны 2008 года. В частности, наблюдается их активизация вдоль наших границ. Среди тех СМИ, которые активно освещают нашу тематику, там есть такие, которые напрямую работают за счет средств, например, фонда Сороса, того же Агентства по развитию Соединенных Штатов и некоторых других западных фондов. То есть это целенаправленные проекты, которые направлены на воздействие на население Южной Осетии. То есть такого рода проекты, такого рода СМИ в Грузии также продолжают активно действовать. Между тем, грузинские пропагандисты не особо пекутся о качестве предлагаемого контента, уйма грамматических ошибок, а что еще важнее, слова которых и вовсе нет в остинском языке, несмотря на то, что многие авторы публикуются под остинскими фамилиями. Какие бы методы и способы не предпринимались нашими соседями, доброжелателями в кавычках, многолетняя практика показывает, что подобного рода проекты и уловки не влияют на наше население. Мы давно сделали свой выбор, и с этим Грузии рано или поздно придется смириться. Как говорится, это лишь вопрос времени. Роза Тедеева, Азиз Багаев, информационный выпуск сегодня.